Сосногорск год от года преображается. Благодаря благоустройству территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и народный бюджет, некоторые общественно значимые места задышали новой жизнью. В этом году по программе ФКГС была облагорожена территория перед домом номер 7 в 6-м микрорайоне. Установлены светодиодные консоли, обновлено асфальтовое покрытие, выполнено озеленение, установлены урны и вазоны. Жители города преображение оценили положительно. Красивее стало, конечно. Клумбы, скамеечки, освещение добавили. Хотелось бы, конечно, чтобы дальше еще туда прошли в сторону Березки. Такой же аллеи красивый. Отлично, прекрасно, хорошо. Эстетическое наслаждение получаем, когда проходимся мимо обустроенных, так сказать, улиц. Также был благоустроен тротуар через лес от 6-го микрорайона до улицы Молодежной. Данный участок особенно пользуется спросом у жителей города. По нему можно срезать путь от 6-го микрорайона до Сосновки. Вдоль дорожки вырубили кустарники, положили новый асфальт и обновили мостик. Я по этой дорожке, наверное, года 2 не ходила. И сегодня первый раз прошла, провожала свою приятельницу. Конечно, намного и красиво, и удобно. Приятно очень пройти. По-хорошему, по хорошей дорожке, по хорошему мостику. В окружении природы такой красивой. Гораздо удобнее дорога стала, освещение лучше. Гулять нам приятнее, меньше кустарников, которые мешали. Преображается город и благодаря программе «Народный бюджет». Так, на площади у Дома детского творчества в вечернее время сияют и поднимают настроение жителям цветные огни. Инициативу по преображению площади проявила Екатерина Борисова, депутат районного совета. Она приняла участие в программе по направлению благоустройства с проектом «Площадь цветных огней». В следующем году по программе формирования комфортной городской среды начнутся работы по обустройству еще 2 пространств – семейный парк Югудлун и аллея славы рядом со сквером Победы. Объекты также были выбраны горожанами путем голосования. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Руководитель отдела физкультуры и спорта администрации Сосногорского района Елена Пашиченкова вернулась из Перми, где в составе делегации Коми участвовала в масштабном международном событии – форуме «Россия. Спортивная держава». Это крупнейшая федеральная площадка для обсуждения ключевых вопросов, связанных с развитием отрасли, инфраструктурой, поддержкой спортсменов. Эмоции только положительные. Очень много вынесли информации полезной из данного форума. Посетили массу площадок, семинаров, круглых столов, обменялись опытом. Самое главное – это опыт, который есть и реализуется в сфере физической культуры и спорта на территории всей страны. Форум собрал представителей 88 регионов страны и около 50 иностранных делегаций. Событие посетил президент Владимир Путин. Во время общения с участниками он одобрил предложение объявить следующий год в России годом спорта. Мы, конечно, за то, чтобы 2024 год был объявлен годом спорта. Я так думаю, что это принесет нам определенные положительные моменты в развитии спорта, в его популяризации и выполнении, конечно же, задач, поставленных нашим президентом. Это систематически занимающееся население в размере 70% к 2030 году. По словам работников спортивных учреждений, сейчас существует определенная проблема с набором детей в секции. В этом вопросе многое зависит от родителей, считает тренер по боксу Сергей Андреев. Если мама с папой за, если ты не забыл на тренировку пойти, у тебя сегодня тренировка, и мама каждый день у него вырабатывается навык, у него вырабатывается инстинкт, и ребенок уже как мы на работу идем, как он в школу, хочешь не хочешь, он идет. Так и точно так же и в спорте будет. Идею объявить следующий год спортивным Сергей Владимирович горячо поддерживает и считает одним из лучших способов приобщить россиян к здоровому образу жизни. В Сосногорском районе располагается больше 10 крупных спортивных объектов, 4 учреждения спорта. Наши тренеры неизменно показывают высокий уровень мастерства, их воспитанники достойно представляют муниципалитет на соревнованиях высокого уровня. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
На прошедшей неделе в клубе единоборств «Гладиатор» прошел показательный мастер-класс по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. Мероприятие было приурочено ко Дню отца. Мастер спорта и квалифицированный тренер Игорь Михеев рассказал присутствующим об этих направлениях и наглядно продемонстрировал основные этапы тренировки и правильную технику выполнения упражнений. Старт. Жим. Стойки. Занимаются у меня ребята, вот они буквально недавно начали заниматься, там молодежь такая уже еще юные, кто еще не выступал на соревнованиях, но в дальнейшем, конечно, у всех все впереди. Есть ребята уже вот, у меня занимаются, которые выступили сейчас на Ухтинских открытых соревнованиях, на чемпионате, то есть они составили конкуренцию уже взрослым спортсменам, ну и получили свои награды, достигли там каких-то своих определенных высот. Заинтересованность молодежи в спорте и здоровом образе жизни не может не радовать. Кирилл Мезин в свои 16 лет попробовал себя и в карате, и в самбо, и в дзюдо. Спорт для молодого человека – это возможность ставить перед собой цели и достигать их с пользой для тела и здоровья. Сейчас упорно стал заниматься пауэрлифтингом и греко-римской борьбой. Хочу достичь там успеха, выступаю на соревнованиях по пауэрлифтингу тоже. Сдал на той неделе, получается, на треке взрослый по троеборью. Тренер отметил, что пауэрлифтинг и тяжелая атлетика направлены на развитие и укрепление мышц, что, несомненно, полезно для здоровья. При этом начать заниматься можно практически в любом возрасте. Игорь Иванович начал свой путь в этом спорте в 27 лет и на сегодняшний день является мастером спорта по пауэрлифтингу. У меня много детей и взрослых, кто выполнил уже разряды, достиг определенных высот, таких как кандидат в мастера спорта есть мои ученики, то есть те, кто выступал и на России, на российских соревнованиях. Основные соревнования у нас, это, конечно, здесь, в республике Коми. Это республиканские соревнования и городские. Занятия проходят в клубе единоборств «Гладиатор». И на сегодняшний день в группу проходит набор ребят от 10 лет, желающих познакомиться с этим направлением. По инициативе главы района принято решение развивать данное направление с реализацией программы спортивной подготовки. Нельзя не отметить, что тяжелая атлетика является базовым видом спорта в республике. Напомним, спортивные мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Распространенным становится у нас информационная безопасность детей в сети интернет, и, соответственно, родители должны руководствоваться следующими правилами. Во-первых, знать, где, в каких сетях, в какое время сидит ваш ребенок. При использовании различных поисковых систем пользоваться различными настройками, то есть, например, в таких программных ресурсах, как Яндекс, Google, имеются настройки, там умеренные, семейные, где предусматривается исключение контента для взрослых, контент непосредственно для детей, конкретизируется возраст детей, который необходимо использовать. Также родителям предлагается использовать различные виды родительского контроля, которые позволяют контролировать времяпровождения в сети интернет, уровень заряда на смартфонах, также отслеживать местоположение ребенка, где он находится в конкретное время. При использовании детьми различных социальных сетей рекомендуется родителям завести электронную почту, детскую электронную почту, которая привязана непосредственно к вашей электронной почте. Это позволяет родителю отследить различные действия, которые совершаются вашими детьми в социальных сетях, а также исключить факт изменения пароля или логина вашими детьми. Также необходимо подписаться на все те страницы в социальных сетях, которые есть у ваших детей, для того, чтобы смотреть, какую информацию поглощает ваш ребенок, с кем он общается, какие действия он там совершает и тому подобное. И самое главное правило – это распределять разумно время у ребенка, время
посещения сети интернет и время провождения непосредственно для учебы, для спорта и тому подобное. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.